Открытие видеообращения главы Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову от председателя общественной организации Захурской национальной культурной автономии, а также члена Высшего совета Российской Конгресса народов Кавказа Рафаэля Алиева. Уважаемый Сергей Алимович, в настоящее время в Республике Дагестан идет подготовка к выборам 7-го созыва. В ходе формирования в списках политической партии «Единая Россия», несмотря на наличие нескольких кандидатов, были грубо нарушены конституционные права коренного народа Республики Дагестан, захурцев, где ни один кандидат не был включен в список выдвижения в качестве депутата Народного собрания. Напоминаю, что захурцы – один из 14 конституционно признанных титульных народов Республики Дагестан, которые не имеют своей административной территориальной единицы. Кроме того, единственный представитель захурского народа, представляющий интересы всего народа в Республике Дагестан, был депутат Народного собрания. Исходя из имеющегося распоряжения ЦНК, в списках от партии нет ни одного захурца, что является грубым нарушением. Требованиям Конституции Республики Дагестан, согласно которой все народы должны быть представлены в органах госвласти. Уважаемый Сергей Алимович, мы просим вас принять незамедлительных мер и не допустить нерадимых руководителей разного уровня и позволить им ущемлять конституционные права и интересы целого этноса, проживающего в Республике Дагестан. Напоминаю, что захурцы компактно проживают в Рутульском районе и по численности проживающего там населения не имеют свой мандат депутата. Вместе с тем в республике численность насчитывается около 25 тысяч жителей. Ущемление прав такого количества граждан целого народа имеется недопустимым. Хотел также оповестить вас о том, что это не моя личная инициатива, а инициатива граждан, проживающих в Республике Дагестан, от которых поступали многочисленные звонки и сообщения. В связи с сложившейся ситуацией такого характера ЦНК не может находиться в роли наблюдающего и решил отреагировать на обращение граждан. Спасибо за внимание.